С мая по ноябрь одним из главных видов транспорта в Якутии являются, конечно же, паромы. Благодаря им можно с легкостью попасть с одного берега на другой. Ежедневно сотни и даже тысячи машин и пассажиров переправляются с одного берега на другой. И сегодня мы решили узнать, как же устроена эта махина под названием паром. Давайте посмотрим. Теплоход «Паром-8» – один из самых быстрых и вместительных на маршруте Якутск-Нижний Бестях. Ежедневно он совершает 5-6 круговых рейсов, перевозя машины, грузы и пассажиров. Наш теплоход, он 76 года постройки, Качевская судоверфь, да? Потом был переделан под паром, и в течение уже 25 лет, где-то 20, он является паромом, да? С 2008 года он был переименован и получил название «Паром-8». По нынешний день он так. По лошадям 1156 лошадиных сил. Двигателя имеет суммарную мощность. Один из самых быстрых паромов. Ну а сейчас я предлагаю спуститься в самое сердце теплохода, в машинное отделение. Именно там работают двигатели. Вы наверняка слышите их шум. Там я ничего вам рассказать не смогу, потому что очень громко, но есть там зато на что посмотреть. Пойдемте посмотрим. Машинное отделение обеспечивает весь теплоход энергией. Отсюда приводятся в действие лопасти винтов, отсюда идет электроэнергия, которая обеспечивает жизнедеятельность всего теплохода. Интересный факт. На «Пароме-8» стоят двигатели 1989 года выпуска. Но несмотря на почтенный возраст, работают они хорошо. Все благодаря своевременному осмотру и ремонту. Ну, как приходим, работаем, примерно у нас 4-5 круговых рейсов выходит. Ну, если кто как меняется еще, у нас еще один утром рейс. После того, как загрузился, я иду, проверяю, смазываю клапана. Ну, проверяю все механизмы, компрессор, воздух включаю и прочее такое. Каждый раз после отхода от судна от берега. Также осмотр машинного отделения в начале каждой вахты проводит сменный капитан-механик. По всем правилам, как положено, при приемке вахты проверяется работа механизмов, наличие масла, топлива, воды в двигателях, осмотр всех механизмов перед вахтой. Все, я готов к работе. Смена капитан, сменный механик, конечно, это все основные обязанности. И проверка машинного отделения, механизмов всех. И у нас же совмещение профессии. И автоматизации все равно проверять надо. А потом в рубке погрузка и рейс, так сказать. Александр Александрович самый старший по возрасту член команды. За его плечами десятки навигаций. В 1988 приехал сюда, в Лорпе, работал почти 40 лет. И в 19 году так получилось, что на паром устроиться пригласили. Я не отказался, с сменным помощником, с сменным механиком. И уже вот 5-й год здесь на «Пароме-8». На пароме это все равно более ответственная работа, потому что машины, пассажиры много, чем в транзите. Хотя работа везде ответственная, что в транзите, что с пассажирами, но здесь более ответственная работа. Дмитрий Лавров – один из самых молодых капитанов на паромном флоте. Вообще проблема с молодыми кадрами стоит очень остро. По словам Дмитрия, из множества выпускников речного училища и института водного транспорта в профессии остаются единицы. Для того, чтобы стать настоящим речником, по его мнению, нужны два обязательных качества – по-настоящему любить реку и быть романтиком. Чтобы стать капитаном, это довольно-таки длинная история. Там некоторые люди проходят ее длиной в жизнь. Я уложился где-то лет в 20, да?
Моя карьера началась с 2003 года, когда я пришел просто на практику посмотреть, как это интересно. Так я остался. Романтика, она затягивает, сами знаете. Капитаном я стал где-то с 2018 года. Предыдущий капитан данного теплохода оставил рекомендации за меня, так сказать, поручился. Он меня и вырастил. Заречный Александр Семенович, довольно-таки известный капитан. На реке все его знали. И вот он поручился за меня. И когда уходил, сказал, вот есть кандидатура. И оставил меня, так сказать. Начальство поддержало. Ну и по сей день я несу это знамя вперед. И если машинное отделение – это сердце теплохода, то рубка – это его мозг. Именно отсюда идет управление всеми аппаратами, всеми агрегатами, которые приводят в ход, приводят в действие всю вот эту огромную махину. Как же все там устроено? Пойдемте посмотрим. Мы находимся в ходовой рубке нашего теплохода. Так сказать, это мозг нашего корабля, где находятся все управления и механизмы для управления нашего теплохода. На данный момент здесь вот находятся приборы управления главным двигателем, двумя главными двигателями, это левый и правый. Получается, двигателя главные по 1156 лошадей в суммарный. Да, это у нас вперед-назад, они у нас реверсивные. Означает то, что один двигатель может вперед крутиться и назад. Здесь у нас показания, температура воды, масло, давление, сигнализация. Ну и обороты, да. Определяем скорость по этим оборотам, мы выставляем скорость свою крейсерскую и продолжаем движение при выходе в рейс. Также имеются аварийные кнопочки для аварийной остановки двигателя. Ситуации должны быть разные, и двигатель в любой момент можно будет остоповать. Ну, если выйти из строя, допустим, система управления двигателем. Здесь у нас управление теплоходом, да, мы управляем, управление гидравликой. Опять же, как на пароходе есть дублирующая система, ручная, да, чтобы если что-то происходит, там электричество пропадает, пароход все равно остался управляем без каких-либо последствий, да, и переходим на ручное управление. Дальше здесь мы видим локатор, GPS-навигатор, да. GPS он идет больше для общей информации для себя, но в темное время суток, либо не очень видимость недостаточную, либо плохую, мы используем локатор, да, который видит весь наш маршрут до Бестяха. Также здесь мы видим пульт управления вспомогательными механизмами, вспомогательными двигателями, которые вырабатывают электричество и снабжают механизмы, допустим, да, те же якорь, аппарели, все нужные для движения. Здесь мы видим спутниковую систему, которая определяет в реальном времени наши координаты, ну и отслеживает наше положение, да. В принципе, управление может видеть, где мы находимся в данный момент с точностью до градуса. И как бы все, здесь отсюда происходит именно управление теплоходом, управление экипажем. Здесь у нас есть громкая связь, рации, источники бесперебойного питания, да, 24 вольта, аварийные, как бы все завязано именно здесь, в ходовой рубке. На время навигации теплоход для экипажа – это второй дом. Да даже, наверное, первый, потому что практически все время они проводят здесь. И, конечно же, для того, чтобы хорошо работать, надо еще и хорошо отдыхать. И живут ребята из экипажа в каютах. Вот, например, одна из них, двухместная каюта, вполне себе удобная и просторная. 2 спальных места. То есть, ну, все для того, чтобы отдохнуть, чтобы переждать время до вахты. Здесь есть у каждого в изголовье есть карточка с действиями, с инструкциями, по которым он, собственно говоря, и работает. То есть сделано все для того, чтобы экипаж чувствовал себя хорошо, чтобы экипаж был отдохнувшим, потому что отдохнувший экипаж работает лучше. Кстати, интересный факт, который говорит о том, что экипаж относится к теплоходу как к дому. При входе с палубы принято снимать уличную обувь и надевать тапочки. Есть на теплоходе в команде и женщины. Основная их обязанность – это работа на кассе, продажа билетов. Но это еще не все. В мои обязанности входит жизнеобеспечение экипажа, то есть нужно приготовить еду на весь день, так как они работают в
течение суток. И нужно обеспечить горячим питанием, ну, какой-то уют создать, чистоту. Рабочий сезон у паромщиков начинается за пару месяцев до старта навигации. Прежде чем выйти на линию, теплоход необходимо пробудить от зимней спячки. Мы работаем где-то, вот в этом году мы вышли 13 марта, потому что это идет весенняя подготовка, да, как мы знаем, подготовка теплохода именно к навигации, да, какие-то ремонтные работы, пока во льдах мы стоим, все вот это делается, подводную часть, винты, валы, все тяжелые, холодные мы делаем зимой. С мая месяца начинается именно навигационная часть, когда мы именно занимаемся перевозкой пассажиров, автотранспорта и работаем на линии Якутск-Нижний Пестях. По конец октября, да, по закрытию навигационной обстановки. Ну, в некоторых моментах, да, продлевает за счет того, что пароход может. Мы где-то там еще работаем чуть дольше остальных. Все члены команды говорят, что одна из главных причин выбора работы именно на пароме – это работа с людьми. И, конечно же, любовь к великой реке Лени. Несмотря на то, что у каждого за плечами не одна навигация, река каждый раз новая и каждый раз поражает своим величием и красотой.